Служан, в микрофон ответьте. Вопросов нет у меня. Самат Хаштубекович, у вас есть вопрос? Можно один вопрос? Так, Урус Кадырбекович, у вас, да, Министерство юстиции в ближайшее время какие-то планы есть? Вот обращая страны отметили насчет квалификационного требования на кандидатов адвоката на знание кыргызского языка. Такого нету, да? законопроектов нету. Ну, Спасибо. помимо этого, я хотел бы добавить, вот адвокат Сахджан состоит в рамках реестра ГГЮ, который у нас график автоматизированной системы, которая у нас им бывает в ночные время, праздничные дни, то есть адвокат не может отказаться. По графику он должен автоматически назначаться, чтобы исключить человеческий фактор. А те лица, которые обратятся, получившие за гарантийную помощь, могут не знать официального языка. Все. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы заместитель министра юстиции, да? Да. Вот наш коллега говорил, что мы должны здесь выражаться юридическими терминами, нормами права, руководствоваться законами, конституцией, да? Вы сказали, конечно, об этом, но тем не менее, вы как юрист должны сделать четкое заключение, сказать. Вы как, вот, значит, ваше мнение, как представитель юстиции, данная норма является противоречием или не является? На этот вопрос вы можете резюмировать, ответить? Наша позиция за подписью министра была уже направлена от 27 ноября 2023 года. Здесь нету никакой дискриминационной нормы, потому что конституционный язык, Конституция, статья 13, государственный язык является кыргызский язык, и основой и положение его определяется конституционным законом. Конституционный закон был принят. Помимо того, вот адвокат Сахджан утверждает, что оно не относится в системе государственных органов власти. Помимо того, в этой же статье указано, что руководители и сотрудники всех учебных заведений, независимо от формы собственности, должны знать государственный язык. То есть закон, нормативный правовой акт, это не только распространяется органам государственной власти, это всем юридическим и физическим лицам распространяется на территории Кыргызской Я республики. понял, это я не спрашиваю, это не ваша позиция, имеет конечный заключитель мнение. Еще раз, вы поддерживаете то, что вы официально нам направили? Конечно. Да? Вот это я хотел услышать от вас. Все, спасибо. У меня вопрос к вам. Принят закон конституционный о государственном языке, да? Там есть вот это требование. Сейчас в планах Министерства юстиции вообще какие мероприятия по реализации, да, вот этого требования закона в отношении вообще адвокатуры, адвокатов в частности, да? Вот вы же только что сказали, что вы еще ничего не меняли требования, Нет. да, ни к получающим, Нет. ни к действующим адвокатам, Нет. правильно, да? Нет. Вот какие-то планы у вас есть по поводу ужесточения, скажем, да, ваших требований относительно вот, исходя из вот требований рассматриваемого нами закона в отношении претендента, в отношении действующих адвокатов? И как, скажем, в каком будущем, в какой перспективе там вы это намеренно осуществить, Министерство юстиции? Рахмат за вопрос. Уполномоченным органом в сфере разработки подзаконных актов по государственному языку является Национальная комиссия при президенте, да? Как раз таки Мелис Казахбаевич тоже подтвердил, что в данный момент разрабатываются подзаконные акты. Если будет требования, то есть в их же концепции законопроекта, в подзаконных проектах ужесточения, либо требования знаниям адвокатов языка, мы поддерживаем. Ясно. Да, пожалуйста. Я хотела спросить, в соответствии с законом о госязыке, развитие госязыка возложено на соответствующие государственные органы. Я так полагаю, как Министерство юстиции, как держатель реестра адвокатов, вы должны, ну и у меня продолжение вопроса, вы должны проводить какие-то определенные мероприятия по развитию, охране и защите государственного языка. Получается, со стороны министерства никакой работы не ведется в этом направлении, да? У нас экзамены, у нас только одноэтапный экзамен проводится, тестирование
вопросу на государственном и на официальном языке имеется. После того, как подзаконный акт будет, либо нормативный проект будет приниматься по требованию знания госязыка претендентам для получения лицензии адвокатов, тогда мы будем уже требовать. Мгм. А сейчас такого нормативного правового акта, либо подзаконного акта нету. Да, у вас Чинарская. Тогда вот тоже в продолжение, да, вы говорите, мы будем требовать. А как это требование будет проявляться? Вы будете тестировать адвокатов на знание Нет, кыргызского языка? сейчас Да? конкретной редакции этого проекта нету, потому что конституционный закон гласит, что знания в соответствующем объеме для выполнения служебных обязанностей, да, подзаконным актом, когда разрабатываются проекты, тогда будем уже с экспертами, наверное, вот национальная комиссия будет Да, я обсуждать. полагаю, что ну, как Да. бы, это больше как бы видение вашего Министерства юстиции. Ваше видение в данном случае будет нужно для национальной комиссии Да, в этом да, да, мы вопросе. обязательно. Поэтому мы как раз этот вопрос и задаем, какое видение у Министерства юстиции по отношению к адвокатам. И у меня просто еще один вопрос. Вы сказали, что когда кандидаты на получение лицензии адвокатов приходят и сдают тест, на каком языке больше выбирают тестирование? 90% на официальном языке. На официальном языке, вот видите, тоже, да? Вот этот момент, над которым надо работать. Спасибо. А можно Ясно. вопрос, уважаемый суд представитель? В порядке А, исключения. Надо своевременно я- задавать вопросы. Извините, да, просто. Давайте. Подскажите, пожалуйста, почему вы для частной нотариальной деятельности не предусмотрели обязательное знание государственного языка? К ним больше обращаются, чем к адвокату. По вопросу. Предусмотрено, да? Ой, всё, Это- извините, снимаю. Отвечать, да? Все? Нет, не нужно. Ага. Да. Я к вам даже, Розбек Кадырбекович, не вопрос, ну, можно Да. сказать, замечание. Вот вы в своем выступлении сказали, суды – третья власть. А где это написано, что суды – третья власть? Если в Конституции Ну, судебная он власть. идет, да, вот чтобы это для протокола, и вы здесь присутствуете на заседании Конституционного суда, это отдельная ветвь государственной Да, да, власти. да, правильно. Правильно заметили. Саша. Ладно. Присаживайтесь.